Выставка, посвященная Исе Костоеву, знакомит посетителей с жизнью маленького мальчика, который своим трудом и упорством снискал славу известного общественного и политического деятеля, а также успешного юриста. Ссылка семьи Костоева в Казахстан дала импульс тому, кем в будущем станет двухлетний Иса. Несправедливость сталинского режима к целым народам сподвигла его стать юристом, защищать права и свободу людей. Выставка состоит из нескольких разделов, и на ней представлены фотографии, документы, литература, повествующая о жизни Исы Костоева с малых лет, когда он, будучи двухлетним ребенком, вместе с семьей и всем народом был выслан в Казахстан, откуда у него и сложилось желание бороться за справедливость, и остальные разделы о его профессиональной деятельности. Окончив юридический факультет Казахского университета, он, как и мечтал, стал дипломированным следователем. Поначалу работал в следственных органах Северо-Осетинской ССР, а затем и Чечен-Ингушетии. На всю страну имя Исы Костоева прогремело после поимки ростовского душегуба Андрея Чикатило, который убил свыше 50 человек. Преступник из города Шахты, по словам следователя, Костоева был хитрым и изворотливым. Подробности допроса серийного убийцы Иса Костоев позже изложил в книге «Преступление без наказания». В своей книге «Преступление без наказания» Иса Костоев подробно рассказывает о ходе этого дела, как оно раскрывалось, как это все происходило. И ключевая роль в поимке этого преступника принадлежит, собственно, и Исе Костоеву. И вообще для поимки этого преступника была организована самая большая операция за всю историю советского периода «Лесополоса». И в общей сложности стражи порядка проверили около 200 человек, попутно раскрыли около 1000 преступлений и поставили на учет около 6000 человек. Розыск этого человека происходил не только 1 год, и благодаря Исе Костоеву, его кавказскому чувству, пониманию людей и большому жизненному опыту он смог выйти на след убийцы. Из-за того, что в то время не было экспертизы ДНК, следствие должно было получить чистосердечное признание маньяка. Благодаря осторожности и хитрости преступнику удалось избегать поимки, и следствие длилось долгих 12 лет. И лишь следователь Иса Костоев смог разговорить серийного убийцу. 20 ноября 1990 году Иса Костоев арестовал Чикатило и допрашивал у него, сделал допрос. И вот эти допросы, они больше походили на психологические беседы. Он допрашивал его в течение 9 дней, и на 6-й день у него появилась уже уверенность о том, что он может признаться в содеянном. И в конечном итоге в 1994 году его признали виновным в совершении 53 убийств, и он был казнен. Иса Костоев – это легендарная личность, и, безусловно, упоминая имя этого убийцы, многие должны знать, что в поимке этого преступника поистине заслуга Исы Костоева. После завершения дела Чикатило он получил всероссийскую славу, ему поступило предложение занять пост представителя президента Российской Федерации в Республике Ингушетия, но через год он уволился по собственному желанию. Потом он устроился на пост члена Совета Российской Федерации и еще несколько лет проработал в прокуратуре Российской Федерации. Уже 80-летним Иса Костоев продолжает бороться за справедливость в своем понимании именем своих детей, которые пошли по стопам своего отца. Заслуги Исы Костоева в борьбе с преступностью, в укреплении законности и правопорядка, а также многолетняя законотворческая деятельность отмечены руководством страны и региона. Он награжден многими государственными наградами, о профессиональных качествах успешного следователя как в России, так и за рубежом выпущены многочисленные публикации, художественные и телевизионные фильмы. Муслим Ганиев, Адам Далаков, Новости 24.